Эфир Абхазского телевидения продолжается, и вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Министерстве обороны подвели итоги подготовки вооруженных сил за 2023 учебный год. Черноморэнерго продолжает работы по установке новых трансформаторов и приборов учета, замене линий электропередачи. В столице стартовала 17-я военная спортивная игра «Аяйра». Указом президента Абхазии Аслана Бжаня заместителем председателя службы государственной безопасности назначен подполковник Саид Зухба. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Все задачи, поставленные руководством оборонного ведомства республики, на этот год выполнены. В Министерстве обороны подвели итоги подготовки вооруженных сил за 2023 учебный год. Подробности в материале Лауры Капш. Подводя итоги подготовки вооруженных сил за 2023 год, с докладом о проделанной работе выступил исполняющий обязанности начальника Генерального штаба вооруженных сил Адгур Квициня. Основными задачами на 2023 год ставились не допустить ослабления боевой мобилизационной готовности органов военного управления и воинских частей, подразделений военных комиссариатов, качественно выполнить комплекс задач по подготовке и проведению парада, посвященного 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. В 2023 учебном году увеличилась интенсивность подготовки штабов и войск. Многие мероприятия проведены впервые за несколько лет. В интересах решения этих задач выполнено. Разработаны и представлены президенту Республики Абхазия и правительству предложения по повышению боевой мобилизационной готовности. Продолжались работы по фортификационному оборудованию страны. Проведены организационно-штатные мероприятия в резервных формированиях и военных комиссариатах Республики Абхазия. Проведены рабочие встречи с командным составом Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Южного военного округа, 49-й армии. Отрабатывались вопросы организации, взаимодействия, планирования, применения объединенной группировки войск. Также была создана комиссия под руководством секретаря Совета безопасности Республики Абхазия. Определен состав, проведены заседания по вопросам уточнения законодательной базы Республики Абхазия. В области обороны выработаны и представлены предложения в военную доктрину Республики Абхазия и другие законодательные документы. За текущий год были спланированы и проведены командно-штабные мобилизационные тренировки с управлением Министерства обороны, Генерального штаба, подразделениями воинских частей, военными комиссариатами, отметил Адгур Квициня. Командно-штабные мобилизационные учения с 4-й, 5-й, 6-й, 7-й стрелковой бригады, отдельным батальоном территориальной обороны, Сухумским объединенным городским военным комиссариатом, Гудаутским, Гагаринским РВК, командные штабные учения с 1-м, 2-м ОМСБ, в ходе которых отрабатывались вопросы проведения соединения воинских частей высшей степени боевой готовности, планирования проведения боевого слаживания, планирования боевого применения с привлечением военнообязанных запасов. В ходе проведения всех командно-штабных мобилизационных учений отрабатывались также вопросы территориальной обороны. Адгур Квициня подчеркнул, что в целом вооруженные силы выполнили поставленные задачи за 2023 год. Развертывали штабы территориальной обороны Республики Абхазия, штабы территориальной обороны города Сухум, Сухумского, Гудаутского, Гагарского района, с которых осуществлялось управление практическими действиями сил и средств территориальной обороны. К практическим действиям также привлекались, помимо структурных подразделений Министерства обороны, силы и средства службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Абхазия. Впервые в рамках подготовки к командно-штабному мобилизационному учению с 6-й, 7-й стрелковыми бригадами были проведены тактико-специальные учения с разведывательными, инженерными, минометными, медицинскими подразделениями связи, технического и тылового обеспечения с выполнением задач в дневное и ночное время на нескольких полигонах. В качестве меры оперативного сдерживания в ответ на многонациональные учения в Грузии «Проводный дух» 2023 была проведена совместная штабная тренировка по управлению вооруженными силами Республики Абхазия. Приказом министра обороны медалью 30 лет победы в Отечественной войне народа Абхазии посмертно награждены Валерий Делба, Ушанги Ашуба. Награды из рук министра обороны Владимира Ануа получили их сыновья. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Самшитовая роща должна работать во благо всех, а не некоторых. Союз партий общественных объединений Республики Абхазия сделал заявление в связи с ситуацией вокруг пансионата. В заявлении говорится: 30 октября ряд оппозиционных общественных организаций распространили заявление, в котором руководство Республики Абхазия голословно обвиняют в попытке рейдерского захвата пансионата «Самшитовая роща». Авторы заявления замалчивают очевидный факт: заказчиком строительства Самшитовой рощи и ее владельцев был КГБ СССР. В 2023 году Госкомимущество удовлетворило обращение службы государственной безопасности Абхазии, передав в управление СГБ имущественный комплекс пансионата «Самшитовая роща» в соответствии с ведомственной принадлежностью данного объекта в период Абхазской АССР. Пансионат «Самшитовая роща» был и остается государственной собственностью. Этот факт неоспорим. 2 июня 1999 года постановлением Кабинета министров Абхазии госкомпания «Абхаз-Курорт» передала имущество пансионата «Самшитовая роща» со своего баланса на баланс госкомимущества. Госкомимуществу было поручено ликвидировать госпредприятие «Самшитовая роща», а имущество пансионата предоставить в аренду ООО «Анакопия» сроком на 15 лет. Следует отметить, что передача пансионатов в аренду в 1999 году прошла с многочисленными нарушениями. Эти нарушения стали предметом расследования парламентской комиссии в составе депутатов Владимира Кецпа, Вадима Смыр, Тамаза Кецпа. Результаты расследования парламентской комиссии были опубликованы в газете «Нужная» от 20 декабря 1999 года. Согласно произведенному расследованию, комиссия сочла необходимым признать незаконным и отменить постановление Кабинета министров от 2 июня 1999 года. Однако решение парламентской комиссии осталось без должного реагирования. Далее, 31 июля 2014 года было заключено новое соглашение между Госкомимуществом и арендатором о продлении срока аренды до 8 сентября 2039 года. Стоит отметить, что оно состоялось после, а возможно и вследствие печально известных событий 27 мая 2014 года. Также вызывает недоумение молчание авторов заявления о серьезных нарушениях, выявленных в ходе налоговых проверок пансионата в период с 1 января 2020 года по 1 января 2023 года. Речь идет о неуплате налогов и сборов, сокрытии доходов, занижении налога на имущество и занижении налогооблагаемой прибыли на общую сумму свыше 133 миллионов рублей. По всей видимости, это молчание обусловлено попыткой опротестовать нарушения в судебных органах. Авторы заявления также молчат о невероятно низкой стоимости арендной платы за санаторный комплекс – 3 миллиона 800 тысяч рублей в год. К примеру, аренда офисного помещения площадью 500 квадратных метров у частного собственника стоит 3 миллиона рублей ежегодно, а пансионат «Самшитовая роща» арендуется частными лицами у государства за стоимость в 72 раза меньшую. Союз партий общественных объединений Республики Абхазия исходит из убеждения, что все без исключения граждане Республики Абхазия, вне зависимости от их прошлых и настоящих заслуг, обязаны своевременно в полном объеме уплачивать налоги и сборы и нести установленную законом ответственность за сокрытие или уход от уплаты налогов. Союз партий общественных объединений Республики Абхазия обращает внимание граждан на то, что политизация данной проблемы авторами заявления нацелена на увод внимания общества от нарушений, выявленных в ходе налоговой проверки. Исходя из принципа равенства всех граждан Абхазии перед Конституцией и законами, Союз партий общественных объединений нацелен на конструктивный диалог между сторонами. При этом считаем необходимым напомнить, что президент Республики
Республики Абхазия избран на всенародном голосовании, и оскорбительные высказывания в его адрес являются формой проявления неуважения к народу и законам и Конституции Республики Абхазия. Конструктивный диалог по всем сложным вопросам – лучшая форма решения проблем и проявления уважения ко всему народу Республики Абхазия, прямого и единственного собственника санаторного комплекса «Самшитовая роща». Глава МИДа Абхазии Инал Ардзинба провел совещание с полпредом Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрахимом Авизба в онлайн-формате. Обсуждались вопросы активизации взаимодействия с соотечественниками, проживающим в Турции. Министром был сделан акцент на том, чтобы это общение имело предметный характер и касалось социально-экономического развития Абхазии. Также Инал Ардзинба сообщил, что МИД Абхазии находится в активном контакте с представителями Палестины в России. Уважаемые коллеги, сегодня мы проводим совещание с представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике. Обсудим важные вопросы, касающиеся наших планов по активизации взаимодействия с нашими соотечественниками, проживающими в Турецкой Республике. Мы с вами обсуждали различные, в том числе крупные мероприятия, которые мы предполагаем к проведению в Турецкой Республике. Они как раз нацелены на то, чтобы активизировать контакты с нашими соотечественниками, чтобы это общение имело предметный характер, чтобы оно казалось экономического, социально-экономического развития Республики Абхазия. Кроме того, мы с вами обсуждали вопросы, связанные с нашими контактами с Северным Кипром. Это тоже важное направление. Здесь открываются определенные перспективы экономического, инвестиционного взаимодействия, обмена опытом, информацией. Поэтому в этом контексте тоже нам нужно активизировать работу. И последнее, это вопрос, который сегодня волнует весь мир, это ситуация на Ближнем Востоке, в зоне конфликта между Палестиной и Израилем. Мы находимся в активном контакте с представителями Палестины в Российской Федерации, получаем от них информацию о том, что происходит. Я прошу вас, уважаемые коллеги, информируйте о позиции Турецкой Республики в отношении того, что там происходит. Мы знаем, что Турция занимает активную позицию по этому вопросу, поэтому прошу, информируйте нас о позиции руководства Турции, осуществляйте мониторинг средств массовой информации и держите нас в курсе. С председателем попечительского совета Международной ассоциации экономического развития Олегом Фирером в онлайн-формате Инал Ардзинба обсудил вопросы установления инвестиционных экономических контактов между Республикой Абхазия и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также создания двустороннего делового совета. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба поздравил председателей палат Федерального собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина, а также чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Абхазия Михаила Шургалина с Днем народного единства. Лаша Ашуба выразил уверенность, что российский народ благодаря своему единству преодолеет все имеющиеся трудности и достигнет новых поставленных целей. Спикер пожелал россиянам успехов в строительстве обновленной России. В Москве состоялась встреча первого заместителя председателя ГТК Абхазии Алиаса Лабаху с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России Владимиром Ивиным, сообщает пресс-служба ГТК Абхазии. Обсуждалась программа формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства двух стран. Вопросы, связанные с взаимодействием приграничных таможенных служб. Общий объем налогов и иных обязательных платежей, поступивших в государственный бюджет Абхазии за 10 месяцев текущего года, составил 4 миллиарда 349 миллионов 397 тысяч рублей при плане 4 миллиарда 222 миллиона.
Выполнение годового плана составило 103%, а выполнение плана за 10 месяцев 126%, сообщает пресс-служба министерства. Фактическое поступление налоговых платежей превысило плановые показатели почти на 127 миллионов рублей. Поступления за октябрь составили 882 миллиона рублей. План выполнен на 148%. Черноморэнерго продолжает комплекс работ по установке новых трансформаторов, замене линий электропередачи и установке приборов учета. Наша съемочная группа побывала в Гудаутском районе. О проводимых здесь работах расскажет Алика Трапш. Силами Черноморэнерго параллельно в нескольких селах Гудаутского района ведутся ремонтно-восстановительные работы для улучшения качества энергоснабжения. На подстанции Лыхны-110 2 месяца назад был заменен старый силовой трансформатор мощностью 10 мегаватт на новый 16 мегаватт, что значительно увеличило мощности подстанции. В принципе, все близлежащие районы, именно Лыхны, также часть Звандрипша, Хабста, очень важные наши стратегические объекты, такие как трубный завод, асфальтный завод, питаются именно отсюда. И, соответственно, вот это позволит нам резервировать мощности и давать в полном объеме ту электроэнергию, которая им необходима. Тот трансформатор, который был демонтирован, он отправлен на ремонт в Черноморэнерго. Там после его приведения в норму, скажем так, он по плану должен быть установлен на подстанции Гудаута-Тяга. То есть там тоже очень большой дефицит электроэнергии, и поэтому, если это будет произведено, практически Гудаута, Гудаутский район, можно сказать, в общем, будут достаточно хорошо, скажем так, энергии будет хватать на ближайшее время. В селе Ачандара специалисты Черноморэнерго проводят высоковольтную линию порядка 2 километров. Также здесь установят новый трансформатор, что позволит запитать часть села электроэнергией. Аналогичные работы были проведены в нескольких районах села Лыхны. В целом, за последние 3 месяца по Гудаутскому району было установлено более 300 опор. Нельзя не отметить и работу по установке приборов учета. В целом, по Гудаутскому району до конца года планируется установить около 2000 приборов учета. Сейчас по району установлено порядка 600. Сейчас, на данный момент, те новые подстанции, которые мы уже установили, почти на всех мы устанавливаем эту систему учета. Но в дальнейшем эта работа будет продолжена, и там, где даже эти работы не производились, эти счетчики будут устанавливаться. То есть в данный момент допустим, в новом Афоне установлено порядка 500 приборов учета. Это, естественно, дало сразу ощутимый результат в плане экономии электроэнергии и вообще платежной дисциплины, скажем так. А на подстанции Гудаута-110 специалисты произвели замену трансформатора мощностью 16 мегаватт на 25 мегаватт, что существенно увеличило мощности подстанции. Теперь Гудаута-110 обеспечивает качественной электроэнергией часть города Гудаута и часть села Лыхны. Само здание Рубы подстанции было модернизировано, было полностью заменено оборудование. Это благодаря аппарату Черноморэнерго и инвестпрограмме. В общем, практически все оборудование заменено. Это, наверное, одна из таких показательных и доведенных до ума подстанций. Сама замена была закончена года 2 назад. Черноморэнерго продолжает комплекс ремонтно-восстановительных работ по улучшению энергоснабжения потребителей во всех районах республики. Алика Трапш, Адам Арджения, Абхазское телевидение. Работы по улучшению энергоснабжения ведутся и в Галском районе Абхазии. Также здесь активно устанавливают приборы учета. Об этом в интервью Галмедиа рассказал директор галского филиала Черноморэнерго Нияз Джгириная. Нам поставили приборы учета, и полностью город охвачены. Это колоссальная работа за кратчайшие сроки, которая произведена местными силами нашего РЭСа. Значит, установлено 2840 приборов учета в городе. Город практически 90% охвачен, и установлены приборы учета. Это очень важные составляющие и по технической части, и по сбору, и по учету электроэнергии, по всем параметрам. И по технической части тоже мы линию провели, допустим, в селе Саберио, поменяли опоры, в селе Репи,
в Тихозургах, установили добавочные трансформаторы. То, что есть в городе, в селах, ремонты произвели многих трансформаторов. За последние года много долго набралось. Сейчас мы всегда говорим, что мы там в первых рядах, первое, второе место занимаем по республике всегда, но тем не менее это очень маленькие цифры. Это сейчас вот за этот период этого года, вот к 11 месяцам, у нас только где-то до 40% выемки за электроэнергию. Но тем не менее, сейчас уже приборы учета в городской черте, эта проблема уже отпадает. В Галском районе введен временный аварийный график подачи воды, сообщает Галмедиа. В течение дня вода будет подаваться в детские сады и районную больницу. При этом обесточивается село Шишикуара. Вечером водоснабжение села будет восстановлено, но прекратится подача воды в городские объекты. Население района будет дополнительно информироваться о дальнейших изменениях. Водозабор в Речкинске, он сейчас совсем мало уровня воды, вот это засуха, оно и в селах у людей это чувствуют, и в колодцах мало воды совершенно, в некоторых местах вообще пересохшая. У нас проблема в детских садах обеспечением, подключаем МЧС, развозим воду, дабы в детских садах была вода. Это временная мера. Сейчас, как только залатаем эти дыры, как говорится, и потом вода будет. И надеемся и на погодные условия. Но хочу рассказать и людям, и жителям, что мы подали на восстановление наших резервных скважин, которые у нас на второй перепадной. Мы подали государству, и нам в следующем году обещают сумму, на которую мы можем реставрировать. Это будет резервная. На Речкинский водозабор полагаться сложно, там идет вода самотеком, зависит от природы. Когда он будет полный, значит, будет вода, когда будет менее, будет меньше. Дабы, чтобы у нас всегда была постоянная вода, будем заниматься восстановлением и реконструкцией скважин. Думаю, со следующего года нам будет открыто финансирование, уже предварительные договоренности есть, мы все документальные вот эти все наши мы подали. Правительство одобрено. С следующего года нам будет открыто финансирование, мы постановим. И уже таких перебоев с воды не будет. Сейчас мы зависим от погодных условий, от самотека, от многих факторов. И потому все это я прошу население понять, поддержать. Вот мы как можем боремся с этой проблемой. Состоялось заседание Сухумского городского собрания. Депутаты проголосовали за официальный статус интернет-ресурса, официального сайта собрания и порядка официального публикования правовых актов. Теперь сайт и газета «Сухум» являются официальными ресурсами. Депутаты также проголосовали за внесение изменений в регламент Сухумского городского собрания. Решения, принимаемые собранием, теперь могут рассматриваться в одном или двух чтениях предварительно и окончательно по инициативе председателя собрания и депутатов. Также решения по проекту бюджета города Сухум будут приниматься в двух чтениях. В столице стартовала 17-я военно-спортивная игра «Аяйра», посвященная 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии, 15-летию признания независимости Абхазии. В игре принимают участие 8 команд со всех районов республики. Игра «Аяйра» включает в себя строевую подготовку, подтягивание на перекладине, разборку, сборку автомата, бег на разные дистанции и другие виды соревнования. По итогам соревнований сборная Сухума одержала победу в стрельбе из лука, также в разборке и сборке автомата. Соревнования продлятся до 4 ноября. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в выходные дни на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 12-17, днем плюс 20-25 градусов. Температура морской воды плюс 19. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.